Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы снова собрались перед коллегией. Здесь в студии присутствует Евгений Крепчатов, зам главного редактора газеты «Якутия», Николай Борисов, спецкор Якутского Саха-информационного агентства, и Чукур Гаврильев, зам генерального директора Саха-медиа, ну и я, Виктор Колесов. Сегодняшняя наша тема, она намного актуальна. Буквально совсем недавно случилось 5 лет, как Айсен Сергеевич у нас руководит республикой, и вот буквально сразу же практически прошла встреча Айсена Сергеевича с президентом страны. Кстати, должен сказать, что вообще, я, коллеги, думаю, как бы не совру, да, все мы отмечаем, что обычно с главами субъектов, съемки такие протокольные, они идут буквально каких-то там, буквально несколько секунд, десятков секунд, может, 1,5 минуты. Я вчера вот смотрел, встречу показали за вчерашний день буквально практически, по-моему, минут 8 она шла. И более того, значит, повестки, по-моему, основным таким мероприятием вообще всего дня она стала. Действительно, очень много моментов, которые Айсен Сергеевич отразил на встрече с Владимиром Владимировичем. Значит, да, но на самом деле мне так показалось, что это даже не совсем полностью все успехи республики были сказаны. Сегодня вот мы, наверное, обсудим, что вообще, как мы вообще чувствуем, как журналисты, что вообще поменялось за это 5 лет, какие у нас есть еще, скажем, направления для дальнейшего развития, да, и что мы уже сегодня можем видеть, сказать. Я думаю, все мы вчера по долгу службы смотрели по телевидению эту встречу. У нас, наверное, у всех есть что сказать. Не знаю, Чукур Николаевич. Я приведу слова Михаила Николаева, который был опубликован, кстати, в ЕСЕА. Он сказал, что Айсен Сергеевич пользуется большим авторитетом в федеральном центре. И это Виктор Иванович, то, что вы сказали, 8 минут, да, целая встреча была. Это, во-первых, касается того, что Айсена Сергеевича всегда слушают и как бы идут навстречу, да. Айсен Сергеевич говорил, что вы помните, я вам докладывал, и мы предлагали то-то, вы поддержали. Речь идет о промышленных объектах, о том числе и пожарах и так далее. Да? То есть, когда Михаил Николаев сказал, первый президент нашей республики сказал, что действительно за последние 5 лет федеральный центр поддерживает нашу Якутию, нашу республику, и это связано с тем, что Айсен Сергеевич всегда предлагает какие-то новшества, какие-то новые идеи, и они всегда находят отклик в федеральном центре. Речь не только касается промышленности, да, потому что сейчас действительно промышленность нужна в развороте на восток и так далее. Речь касается и каких-то связанных с человекоресурсными какими-то делами, в том числе, например, креативная наша экономика, индустрия. Недавно у нас побывал помощник президента, и Якутию, кстати, ставят в пример, да, у нас же есть креативный кластер на улице Труда. Такими моментами, предложениями всегда Айсен Сергеевич, он идет впереди и умеет завлечь федеральных министров, структур и так далее, чтобы они развивали и нашу Якутию, и нашу Россию. Я поддержу слова Чукура Николаевича. Да, на мой взгляд, за последние 5 лет, что мне особенно ярко, скажем так, отразилось, да, это именно бесконечная череда гостей в нашу республику. Да, кто только у нас за это время не был, то начиная от постпреда, который у нас практически тут постоянно, да, масса федеральных министров, многие по несколько раз, да, причем такие достаточно ключевые. Был председатель правительства у нас, да, с таким большим визитом, таким достаточно многодневным. Осталось только дождаться самого главного визита, да, я так понимаю. И надеемся, что, как попросил Айсен Сергеевич, да, этот визит в 2024 году состоится, и нам действительно, нам уже есть что показать, а к тому времени, я думаю, мы покажем, наверное, еще больше. Да, кажется, что вообще интерес федеральных средств массовой информации, федеральных министров республики-то он довольно-таки высокий. И как человек, работающий в информационной сфере, постоянно спрашивают, почему, по-твоему, не секрет же, что когда происходит встреча, да, губернаторы российские получают одобрение Владимира Владимировича по поводу,
скажем, идти на выборы, да? И все спрашивали, почему как бы Александр Сергеевич этого одобрения еще не получил. Ну, мне кажется, то, что вот эти вот 8 минут прошли в эфире прямом фактически, да, то, что полная стенограмма, отмечены очень много успехов в республике, они о чем-то говорят. Возможно, это на фоне других коллег-каналов, чтобы выглядело более позитивно. Да. Ну, это такая, я не политолог, я как бы полевой журналист, но определенные мысли по этому поводу все равно в любом случае возникают. Опять же, повторюсь, по поводу интереса к нашей республике. Это же огромные инфраструктурные вложения, это же развитие всего, в принципе, в мире. Тут та же самая демография, да, это же не просто вопрос. Потому что вопрос демографии – это то, что тянет людей в регион. То есть это значит, есть какой-то определенный потенциал, это значит, что что-то в нем развивается. То есть это вопрос, несущий за собой основные как бы, такие локомотивы социальной и инфраструктурной жизни. Вот все сказано уже. Ну, конечно, коллега, ни для кого не секрет, что прежде чем, скажем так, такие эфиры делаются, конечно же, большая статистика проводится на федеральном уровне, смотрят вообще в целом как регион, да. Очень есть много независимых институтов федеральных, которые оценивают все регионы. Понятное дело, что то, о чем вчера говорил Александр Сергеевич на встрече, это, конечно, большие завоевания. В свое время, когда я работал в социальной политике, у нас все время говорили, вот, у нас рождаемость маленькая, значит, нам нужно развивать, там, так далее. На самом деле рождаемость она достаточная была, но, как говорится, вот эта вот проблема, когда мешок, он вроде наполняется сверху, да, а снизу дырка, и люди уезжают. И действительно, вроде бы вот при хорошей такой рождаемости на Дальнем Востоке, у нас республика всегда на числе первых, у нас все-таки люди мигрировали, миграция была в ту сторону, значит, да, но это, конечно, говорит в том числе о том, именно, скажем, снижение этой миграции говорит о том, что ситуация становится лучше, людям жить становится комфортнее. Но это, опять же, доступность здравоохранения, образования, транспорта. Вот по транспорту, да, вот совсем недавно мы помним, да, чтобы там добраться до Хабаровска, вот когда-то это нужно было там по земле, это было же целое приключение. Я вот сейчас давно не ездил, кстати говоря, в сторону Нерингри на машине, уже, наверное, лет 8-9 не ездил. Сейчас там как вообще вот в сторону транспорта, вот, ну, наверное, и по железной дороге, наверное, Евгений? Ну, да, я поскольку до недавнего времени жил в Нерингре последние годы, я вам скажу, что ну, то, что было там, даже, грубо говоря, там 3-4 года назад, и то, что сейчас, это совсем, это две разные дороги, да, потому что ну, дорога стала гораздо лучше, совсем немного осталось участков неасфальтированных, и, соответственно, время, которое ты тратишь на поездку, оно существенно сократилось сейчас. Можно поехать за 10 часов как бы спокойно, тут больше времени тратишь на паром, да, в летнее время. Вот. Поэтому, да, ну и, соответственно, железная дорога это еще удобнее. Сел на поезд, пожалуйста, он тебя везет, как бы. То есть ты можешь заниматься в это время чем угодно, там, хочешь работать, хочешь отдыхай, и прибываешь точно в назначенное время. Как бы это вообще такой, ну, огромный шаг, и я смотрю, вот, читая релизы, как бы, в том числе, там, железнодорожной компании Якутии, якутяне очень, как бы, активно откликнулись на это предложение, и пассажиропоток растет, причем достаточно значительно растет, и, соответственно, увеличиваются и маршруты, по которым стали, как бы, люди ездить, и объемы перевозок. То есть, ну, понятно, дорога востребована. Вот вспомните, да, там, я не знаю, сколько там, 5 лет назад, 10 лет назад, где да зачем нам дорога, говорили, да, к нам же приедут наркоманы. Кстати, да. Цыгане и наркоманы. А дорога работает, и почему-то цыгане. Кстати, да, вот это вот действительно, это было буквально в 2008-2009 году, значит, на той стороне, значит, мы, когда работали, люди действительно боялись. Ну так цыгане же приехали, с дороги, как приехали, как уехали. А вообще вот в плане транспорта, да, ну вот не знаю, за последние 5 лет столько мостов открылось, да, которые мы считаем... Понтонные как бы, вот эти переправы? Да? Нет, ну вообще мосты нет, которые в сторону Вильюйска, значит, мосты, у нас на Чоропчу дорога, да. Это же вообще там, это же легендарные дороги были, которые были все в пыли, там люди специально переодевались в одну одежду, чтобы парадную одежду держали, там, если там на свадьбу ездили, в гости, а потом после поездки переодевались. Вот, и действительно, вот транспортная часть инфраструктуры, конечно, развитие, оно такое четкое. Даже вот вроде бы, казалось бы, вот мы ругаемся, да, там,
в сторону Намцев дорога делается, там, насчет в Якутске, там, да, но это же все-таки то, что будет меняться, то, чему будем мы рады довольно скоро. А как еще по-другому работу сделать так, чтобы... Кстати, по поводу транспорта, тут такая вот, слава богу, есть время пойти в отпуск, да, и с женой подумываем поехать в Благовещенск. С удивлением узнали, что всего лишь сутки, да, до него сел на железку и, собственно, уехал. То есть сейчас вот вообще потенциал туризма, да, по Дальнему Востоку, по доступности нашей как бы прекрасной республики для жителей Дальнего Востока, для, ну, пока не будем говорить центральных регионов России, но в то же время гораздо ближе, чем было раньше. Сейчас поехать посмотреть там в тот же Китай через Благовещенск, по-моему, расплюнуть абсолютно вообще. Это прям как в будущем, да, вот раньше, действительно, 5-10 лет назад о таком даже думать нельзя было, потому что доехать до Нерюнгеля проблема была бы. Ну да, с точки зрения транспорта в Китай, конечно, попасть сейчас не проблема, тем более, что ввели мост около Благовещенска. Дело в том, что Китай пока закрыт. Почему он открыт? Ну, открыт по... Хай-хэ, по крайней мере, Нет, его открыт по медицинским визам, по рабочим визам. Я не знаю, может быть, есть какие-то там, ну, такие, день, скажем, на сутки там. Параллельный туризм какой-то существует, но пока официально туризм не открыт. Да, вот благодаря как раз-таки вот инфраструктуре транспортной, да, у нас во время пандемии люди ездили на Дальний Восток, в Приморье, Японское море. Вот это сейчас такая новая тема развивается, они туда ездят, отдыхают на своих машинах. Кстати, вот раз вы поговорили о Китае, то надо подчеркнуть, что Якутия успешно интегрирована и развивает многосторонние связи с той же Китайской Народной Республикой. Например, вот в июне во время СЭХа будет тут большой форум, да, к нам приедут вот эти как раз провинции, с которыми мы побратимы. И вот что я хочу отметить, да, никто ведь из губернаторов, ну, нашей России не встречался с главой вот независимого государства. В январе Арсений Сергеевич встречался с Токаевым. И, это же как, ну, показатель уровня доверия вот, главы государства нашему, вот, нашей республике, да? Потому что я не помню, что вот кто-то из губернаторов встречался там официально с главами государств, так? Я думаю, только Татарстан. Да, тут только Татарстан. Вот недавно да, они тоже Чечня. встречались. Да, наверное, Чечня, Саудовская Аравия всегда вот ездит, да, Турция встречается. Но надо подчеркнуть, что вот это не только мы развиваемся в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, да, у нас всегда были связи с Казахстаном, с Киргизией, вот, да, Максим Кирович Амосов у нас работал же в Казахстане, и это налагает на нас некое какое-то вот, скажем, ответственность, так, потому что мы не только там добываем какие-то вот промышленности, да, и так далее, мы еще являемся, можно сказать, как бы, ну, какими-то послами доброй воли, которые вот объединяют международное пространство. Ну, я поддержу мнение Чукура Николаевича. На мой взгляд, как бы традиция зародилась достаточно давно и во многом благодаря международным детям игры Азии. Да? Да. Вспомните, вот в прошлые годы республика становилась таким спортивным центром, да, для всей Азии, для детей Азии, по крайней мере. Да? И к нам приезжала масса стран. Да, к сожалению, сейчас вот в связи как бы с такой сложной международной обстановкой, там, санкциями объявили в отношении нашего государства, как бы, ну, поток гостей, наверное, на предстоящие игры, может быть, немножко снизится. Я правда, там цифры не помню, где-то их уже называли, да, но за счет того, что все-таки страны Азии нам санкционную политику не объявляли, я надеюсь, все приедут, будут очень здорово, и мы опять будем чувствовать себя вот таким, знаете, как бы местом, где встречаются многие страны и государства. Кстати, соскучились по детям Азии, видимо. Да, ну, да. Пандемия и так далее. Вообще, коллеги, вот эти прошедшие 5 лет, на самом деле, они настолько удивительны в плане того, что вот в эти 5 лет спрессовалось практически все, что могло спрессоваться. Да? Значит, и засуха мировая, да, это у нас Австралия горела, Канада горела, мы горели, да. Приходилось, ну, нам же с вами приходилось объяснять, что на самом деле это действительно глобальные процессы. 2 месяца минус 50 у нас в Якутске стояло. А потом еще такой минус, да, значит, ну, и вот таких минусов я с детства не помню, чтобы в Якутске там да ниже было. Минус 55, а телефоны вообще врали, что аж минус 60. Вот, потом, значит, у нас пандемия. Началось все с кори. Потом пошло.
Потом, значит, ну, сейчас наши, скажем так, бывшие партнеры, да, западные, нам подкинули проблем все ближе и ближе, приближаясь нам, поэтому эти санкции. Вот как-то раз, кстати говоря, Михаила Ефимовича мы вспоминали, он Арсений Сергеевич сказал, я когда-то с Михаилом Ефимовичем тоже работал, он сказал, что вообще, говорит, конечно, говорит, он сказал, что убежден, что у республики еще больше были бы результаты лучше, если бы вот не все это. Ну, видимо, есть какие-то вещи такие, да, не знаю, там, какие-то вселенского разума и так далее. Наверное, на какой-то этап жизни, на какой-то этап субъекта, значит, и стране есть определенный лидер, который должен ее возглавить именно в это время. Именно в это время. И вот я все время, кстати говоря, поражаюсь энергией Арсения Сергеевича, того, что я действительно удивляюсь, как это можно было только что там в вертолете где-то там с людьми встречается на огне, потом встречается с федеральным чиновником в костюме, да, потом опять куда-то едет, потом в ВКС там ночью с кем-то, да. Ну вот я, по крайней мере, гораздо моложе его, я вот на самом деле удивляюсь. Вот прошедшие 5 лет действительно были годами вызовов, да? Надо отдать должное вот нашему руководству, в том числе главе республики. Мы справились с этими вызовами. Да? Вот Арсений Сергеевич говорил, что республика занимает 81 место по смертности ковид. Он так сказал, но это же означает то, что вот наша медицина, наше здравоохранение находится на хорошем, на высоком уровне, раз мы справились с ковид. Так? Говоря о пожарах, тоже вот благодаря вот действительно тем мерам, которые вот финансовые, да, людские, вот наши добровольцы, которые тушили пожары, вот действительно удалось же вот последние 2 года снизить уровень пожароопасности. Да. Здесь нужно особенно отметить как раз цифры, да, то, что, значит, помните тот самый ВКС с участием Арсения Сергеевича и Владимира Владимировича, когда он сказал, что нормативы, которые на сегодняшний день, там какие-то смешные суммы были на гектар. Да, которые мы бились с этим на протяжении десятилетий по нормативам, и потом по 60 копеек выдавали. Потом, значит, после предложения Арсения Сергеевича Владимир Владимирович сказал, что нужно их поменять. И вот эта работа, которая была сделана действительно вот в 2021 году 7 миллионов гектар, да, а значит, в прошлом году 500 тысяч гектар пройдено. То есть в 14 раз меньше, как сказал. И при этом, да, мы же как бы увеличили зону тушения. Да, зону контроля увеличили. Контроля увеличили, то есть возлагаются еще, ну, деньги дают, еще больше у нас возлагается нам ответственность, что вот борьба с пожарами, да, гасить эти пожары. Кстати, вот. Да. Тогда вот когда еще Евгений, наверное, помнит, писали очень много, мы возмущались по поводу того, что самый большой регион России получает меньше всех денег на тушение лесных пожаров. Это была такая глобальная проблема, одна из, ну, из тех, которые как бы республика. Вот это же надо уметь доказывать, добиваться и использовать по назначению, чтобы вот действительно вот сократилось количество пожаров, зона и так далее. Да? Это надо иметь пробивные возможности, я бы сказал, да, пробивные наши лоббистские возможности Арсения Сергеевича на федеральном уровне, вот, который как раз, я сказал про Михаила Ефимовича, он что сказал, что его авторитет. Вот это дорогого стоит, мне кажется. Да, ну, Арсений Сергеевич человек у нас очень современный, он идет ногу со временем, с федеральной повесткой, значит, да, и, значит, в Госсовете возглавляет определенное направление. И то, что вот, кстати, вот мы совсем что-то не вспомнили, совсем недавно у нас было назначение главы Алросы, это же тоже определенным образом, то есть уметь найти общие интересы федерального центра, свои, показать их, правильно выразить, значит, да, определенному кругу лиц пойти и найти тоже, опять же, тех людей, которые могут работать. Это тоже нужно иметь. Такого же у нас не было практически сколько, 22 года не было такого у нас. Это последний раз было такое при Михаиле Ефимовиче, когда да, всегда были федеральные. Ну, со времен Штырова, получается, да. Ну, имеется в виду, что Штыров был при Михаиле Ефимовиче, значит, ну да. Вот, и вот с этих времен. Но что касается вот вообще развития промышленности, конечно, вот, ну, как там развивается у нас Южная Якутия, это, наверное, там отдельно. Ну, действительно, вот Арсений Сергеевич сказал же, да, что мы теперь чемпионы. Ну да, по добыче угля мы лидируем. Как бы растет добыча золота. У нас каждый год мы ставим все новые рекорды. Это в первую очередь Селигдар. Это в первую очередь поле золота Алдан, 2 крупнейших золотодобытчика.
ну и остальное это Усть-Неры, там и другие, да, недропользователи. Вообще, ну, то, как развивается Южная Якутия, это вот видно прям невооруженным взглядом, да. Ну, как Неринги подорожали дома. Да, это сразу видно на том, как да, подорожало. Ну, еще я вам скажу, ладно, там как бы дома подорожали, аренда жилья подорожала вообще очень сильно, дороже, чем в Якутске. Это говорит о том, что есть спрос, да, люди едут работать, люди едут жить. Давно я не был в Неринге, надо съездить. Я вот недавно смотрел как бы данные по Википедии по численности населения, но там за последние годы 1500 прирост. То есть это говорит, и это люди, это не вахтовики, потому что они же не регистрируются, как бы, это число зарегистрированных жителей. То есть, ну вот то развитие, которое Южная Якутия сейчас переживает, да, получает, и то, о чем говорил Арсений Сергеевич Николаев, да, и вот оно действительно есть, это как бы реализуется, и вот я думаю, что вот тот указ, который он издал о социально-экономическом развитии Неринского района, он сыграет еще большую роль, да, потому что, ну да, там в настоящее время есть такой небольшой перекос, когда производство развивается, как бы, а социальная структура немножко отстает. Вот, я надеюсь, ее нагонят, как бы, просто Южная Якутия будет расцветать, как она. Мало того, это же даже в личных разговорах, вот когда едешь на территорию, да, новоприобретенных, там же тоже шахтеры, и они очень-очень заинтересованы, как бы, и в Неринге, и они причем там даже больше знают, чем некоторые жители республики, там, по добыче, по этому. То есть, опять же, да, вот затронем как бы специальную военную операцию, да. Арсений Сергеевич, когда общался с жителями города Кировского, они просто не могли поверить, вот, ну, как бы, такая холодная, огромная республика, говорят, да, и он им рассказывал про развитие IT-сферы у нас. Даже потом они организовали кинотеатр, который у нас в IT-парке разработан. Говорят, собственная наша разработка, все сделано. Ну, для них это жизнь в Якутии, видимо, как сказка какая-то. Это такое. Вообще, да, вот, кстати говоря, по тому, что Нерингарский район начал расти, это вообще же очень большой показатель. Получается, после развала Советского Союза же в основном там падение только шло. Да. Ну да, там было такое, как бы, скажем, ускоренное падение в определенные годы. Последние годы оно немножко как бы, да, затормозилось, но все равно люди уезжали понемножку, но уезжали, да, а сейчас рост. И причем рост такой, ну, как бы, едва ли не скачками. Вот я бы хотел еще подчеркнуть роль, вот инфраструктуры сказали, это социальная инфраструктура, да. За последние 5 лет нигде так не было построено вот таких дворцов, да, мы называем дворцами. Я сам был в Вилюйске, был в Намском улусе, там такие же, вот, можно сказать, современные, да, многофункциональные дворцы построены, ну, как вы знаете, в селе Барагонцы, в Сунтарах. Это всего за последние 5 лет. То есть Арсений Сергеевич, когда вкладывается, развивает, инвестирует, мы же большие деньги же берем, да, с бюджета, да, налоги поступают. Как раз эти деньги вкладываются в развитие вот культуры духовности. И вот даже не строительство клубов, да, а именно вот, например, он издал указ о том, о сети вот домов Олонхо, да. Это же вот не только мы в железо вкладываемся, как говорится, да, а мы вкладываемся в духовность, культуру, сохраняем вот нашу культуру, духовность, и оно становится стержнем для развития нашей как бы Якутии, да. Мы имеем свое лицо, свою идентичность, и с этим лицом, идентичностью идем как бы в мир. Ну, наше кино тоже развивается, да. Это благодаря вот той системной работе, которая у нас ведется в сфере культуры и духовности, я так считаю. Вообще тут нужно добавить, да, что за прошлый год у нас, 22 год, было построено 66 объектов. Кстати говоря, в газетах об этом писали, инфографику делали. 66 объектов социальных построено за прошлый год. В этом году, по-моему, 70 с лишним у нас в плане объектов построено. Я вот скажу, как человек, который в свое время в школу ходил в Хабаровске, там у меня друзья остались, я ездил, общаюсь с ними, когда я рассказываю им, сколько у нас школ строится, там, социальных объектов, да, в целом. Вот вроде бы такой климатически более благоприятный, да, Хабаровский край экономически вроде бы должен быть более такой приморье, да, то они просто удивляются, что мы все это делаем. А мы вообще привыкли к этому как к данному.
у нас как бы это все время сохранилось, темпы, да, сейчас эти темпы стали еще выше, чем были тогда. Да, у нас вот большие объекты готовятся, строятся, значит, да. Вот, а мы к этому относимся так, типа, ну так и должно быть. А для того, чтобы понять, как должно быть, это нужно выехать вот в соседний субъект, там, южнее, не буду называть, да, и едешь, и там вот деревня просто, она вот... Коллеги тоже приезжают, которые, они удивляются с разных регионов, они говорят, вот идешь ты, казалось бы, тайга тайгой, и тут такое здание стоит, а как вы здесь, что, почему, зачем? Вот, и для них удивительно. Мы считаем, что типа это как бы должно быть так, да, даже вот по тому, что рождаемость, да, у нас практически 14 тысяч в год рождается, и, ну, получается, минус миграция туда-сюда, у нас получается, вот, здесь Александр Сергеевич говорил, что вот в 2018 году у нас было 960 тысяч, да, то вот в этом году у нас 996, это получается, ну, в среднем где-то 7200 у нас конкретный прирост. Да, плюс-минус там миграция, там смертность, рождаемость, значит, у нас прирост 7200. Действительно, если мы, значит, ну, в этом следующем году ставим миллион, да, опять же, показатель у нас последний раз Республика миллионная была тоже вот буквально вот в районе развала Советского Союза. 90-й год, по-моему. 90-й год, максимум, да. Да. Да, там миллион с лишним, значит, да, и вот мы вот все к миллиону шли, и вот подходим. И вот эти моменты, может быть, сейчас критики скажут, там, прокомментируют, типа, вот, только они там хорошие видят, ничего плохого не видят. Ну, плохое оно везде есть, на самом деле. Александр Сергеевич, кстати, о проблемах тоже озвучил же, да? Он говорил, что, да, например, безработица у нас есть, она сокращается, но, Владимир Владимирович, обратите внимание на рынок труда. То есть, как бы поручение получили. И по зарплате тоже, по разнице зарплат. Александр Сергеевич сказал, что в промышленности там зарплаты большие, а в сельской местности, да, то есть он не только вот лакировал все, там у нас все развивается красиво, он остановился на проблемных вопросах. И, кстати, Владимир Владимирович, видимо, действительно, Виктор Жаханович, правильно, да, говорите, весь расклад у него тоже есть, да, поэтому он вот спрашивает по тем вопросам, которые у него вызывают какие-то вопросы. Это опять же вопрос такой, смотрите. Если интересуются, да, люди, считайте, с бывшей Украины, да, то есть они же не просто так интересуются вот, о развитии Нерюнгринского района, они же хотят приехать и заработать. То есть наши местные жители, пошел... Вот я в этой связи хочу отметить, да, что ну, вот мы много говорили там... и говорим, что вот есть там программа местные кадры в промышленность, да, там цифры звучат, 1000 человек, такие-то. Я вот когда весной, да, я был... в Колмаре, да, на горно-обогатительном комбинате, да, спускался в шахту даже, да, вот там, ну, был юбилей, 20 лет Колмару, журналистов собирали, был такой медиатур. Но знаете, что меня больше всего поразило? Вот когда мы стояли, значит, вот есть там такое, ну, помещение, называется ламповое, да, где вот шахтеры заходят на смену, заступают на смену, получают оборудование, да, и сдают его, как бы, да, и потом, ну, идет отметка, кто зашел, кто вышел. И когда вот мы стояли, ждали свою очередь, чтобы спуститься в шахту, вот перед нами поднималась смена из шахты, там, я не знаю, сколько человек, 50, может, 60, но из них где-то треть, наверное, это были вот якутские лица. Прямо очень много я вот видел, ну, ребят из молодых, да, молодых ребят, как бы, которые вот пошли в шахту работать, я думаю, в том числе благодаря этой программе, как бы, ну, каким-то другим. Так я удивлен был, есть же программа обучения, да, они, получается, ну, меньше года на полном пансионе, да, получают еще степуху, едят, учатся, а потом такие как бы прибыльные профессии получают иногда. Задумаешься. Угольщики нужны. Мы, кстати, становимся свидетелями эпохального перелома, когда, значит, наш средний якутянин, да, из сельского хозяйства начинает массово идти в промышленность. Если раньше там это были там такие небольшие предприятия, там, ну, такие вот, скажем так, звездочки, там, ну, там алмазы на бараге, то еще в системе Алроса там чуть, да. Сейчас, значит, у нас и Полиметалл, вот, угледобывающие компании, да, они вот стараются, и другие компании, да, стараются брать местных, потому что инфраструктура подготовленная. Вот Александр Сергеевич тоже вот направление, которое он поддерживает, это вот на вахту 14. Оказывается, проблема была в том, что просто не было такой инфраструктуры, которая набирала бы наших людей, готовила и готовила. То есть этим компаниям нужны уже готовые кадры. Да? И вот сейчас у нас в республике такая инфраструктура развивается, она есть. И все больше и больше якутян, которые живут на селе, они работают
на вахте. Это очень большая помощь, и это деньги, которые не уходят за пределы региона, они остаются в экономике региона. Кстати, вот социология, я же сейчас обучаюсь в социологии, да, оказывается, ну, проведены были социологические исследования в советское время, да, и там пришли к выводу такому, что, ну, ранее, да, пришли к выводу такому, что, ну, селяне не могут работать как бы в промышленности, да, у них там менталитет другой и так далее. И как раз вот после как бы развала Советского Союза в 95-м, 96-м году, особенно, наверное, и сейчас, вот это мнение, оно поменялось, да. Оказывалось, что местные кадры могут работать в промышленности, да. И ну, народ Саха, если взять только народ Саха, он умеет адаптироваться, умеет вот, принимать какие-то блага, да, из цивилизации и всегда участвовать в развитии благодаря тому, что он вот, умеет адаптироваться. И как раз сейчас, после вот, индустриального развития, наверное, речь идет еще постиндустриальном развитии, да, в информационном, что как раз IT-структура, да, вот, креативная экономика, вот, отрадно, что наши фильмы, действительно, опять вернусь к фильмам, да, завоевывают вот, места передовые. У нас структура, инфраструктура есть, IT-парк и креативная вот эта экономика. И я очень рад, что вот действительно, даже если у нас, например, не будет промышленности, мы знаем, что у нас будет вот, ну, на одних киношках как бы деньги не заработаешь, это естественно. Ну, конечно, форпостом является, вот, конечно, промышленность, да. Большие и опять же продовольственная безопасность. Они ну, на самом деле у нас самые глобальные корпорации в мире и самые дорогие корпорации в мире как раз такие сферы IT, да, иногда это даже, скажем так, ну, такой неосязаемый, нематериальный продукт, как, ну, до недавних пор там... Черная русалочка. А? Нет, почему черная? Нет. Как он, Джефф Безос, Amazon, да, то есть Amazon это как бы по сути компания, которая состоит из циферок, да, из единицы нулей, а стоит огромных денег. И вот, ну, продолжая эту тему, хочу еще отметить, вот мы говорили о пожарах, да, я недавно общался с ребятами из организации Якутия-Ресурс, вот они отмечают, да, что сокращение числа пожаров, вернее, как бы сокращение времени на их реагирование, да, происходит в том числе и за счет вот современного софта. Да. Это вот та программа Сильван, которую разработала компания Smart Unix, по-моему, да. А есть еще такой комплекс лесохранитель, да, когда вот на вышках связи, да, устанавливаются видеокамеры, как бы хорошего разрешения, хорошей дальности, которые объединены в единую сеть. И вот именно такие видеокамеры сейчас позволяют фиксировать возгорание на начальном этапе. Как было, допустим, вот у нас самый первый пожар случился у нас 12 мая, да, в окрестностях Магана. Его увидела камера, которая стоит на 25-м километре Вилюйского тракта. То есть вот буквально увидели, приехали, тут же потушили в зародыше, да, пока там несколько гектар не разгорелось. И вот вам, пожалуйста, это софт, и это наша безопасность, как бы две сферы, которые вот объединяют ну, креатив же наших якутских ребят. И еще это экономия большая. Почему вот мы недавно рейд ездили, да, с этими... с группой. С лесопожарными? Ну, там все, там мэрия, МЧС, там все на свете. И приходит звонок от местного жителя. Говорит, на 15-м километре Вилюйского что-то где-то горит. Туда приезжаем мы, запускаем дрон. Приезжает эта огромная машина, да, как бы самые противопожарные службы, да. Где горит? Он по телефону пытается объяснить, рядом с озером. Говорит, что, где, куда, непонятно. Ветер, блин. А ветер, когда он же быстро разгорается, все, и нужно быстро реагировать. Из-за ветра не видно дыма, да? А тут получается вот такое решение. То есть там почти что десяток человек стояли, ну, минут 15 просто непонятно, что делали, да? То есть вы дроном увидели или чем вы увидели? Нет. Не увидели. Потом созвонились, они сказали, мы сами потушили, но пожарным службам нужно туда приехать, чтобы убедиться, зафиксировать и все остальное. Ну вот такие вот дела. А если вот как бы увидел, прямо на место координаты скинул, приехали, все. Ну вообще важно, что у нас руководство региона, скажем так, яйца в одну корзину не кладет, да, инновационное развитие это одно, значит развитие IT-сферы и так далее, да, промышленность, как показал сейчас вот глобальная система экономики, да,
говорится, там, где вроде бы экономика большая, но только держится только на одном информационном, да, они в итоге на хлеб намазать-то нечего. Да. А на хлеб намазать там, где есть реальный сектор. Да, и вот мы реальный сектор тоже сейчас у нас развивается, это вот говорят и угледобыча, и золотодобыча, значит, и, естественно, наше основное это алмазодобыча, плюс, значит, нефть, газ. Это же переработка тоже, еще есть. Да, такие вещи, которые сейчас на самом деле, они, как оказались, наиболее важны. Вот, да. Ну и действительно, вот Николай сказал насчет продуктовой безопасности. Да. И как раз вот Арсений Сергеевич своим первым указом про продовольственную безопасность, про сельское хозяйство, да, задача стоит, чтобы обеспечивать себя, побольше обеспечивать себя своими продуктами. Конечно, мы до этого еще не дошли, но надо отметить должное, что за вот последние годы, 2 года, да, сумма из бюджета, направляемой на сельское хозяйство, оно в разы увеличилось. В да? 2 раза, Да, увеличилось в разы. Помню, я вот в Вилтумени же работал, и всегда говорили, что вот на сельское хозяйство надо там строить, да, хатоны, строить вот эти саилыки, дайте нам денег на это, увеличиваем там вопросы на молоко, деньги и так далее, да. И сейчас как бы в этом отношении вот внимание особое, да, потому что сельское хозяйство это не только вот продовольственная безопасность, но и жизнь селян. Ну тут еще и интересный момент, то что тут же идет у нас развитие предпринимательства, бизнеса в этой как раз сфере продовольствия, да. Смотрите, Якутское Сахаинформационное агентство, там у нас есть производитель, Чоккой Ас, они делают как пакетики с едой, да, ну то есть это вместо банки, вот, которые там в походы можно взять у них прям, ну то есть какие-то определенные продукты, которые уже производятся, полуфабрикаты, то есть это же говорит о том, что не просто там пошли, там корову забили, там мясо на крестьянском продали, это уже какое-то перепроизводство, это какие-то уже сегменты рынка, которые в принципе уже осваиваются. То есть, опять же, по Дальнему Востоку наши продукты, это хатуаз, там, везде, в принципе, можно найти. Скиф, да, везде можно. No. Ну, не знаю, насчет вот Чока, мне кажется, это как бы такой, нерелевантный пример, потому что я вот знаю Степана Яковлева, да, вот основателя этой компании Чокой. Ну, не знаю, мне он, было удивительно, знаешь, когда как я бы увидел он продукт. человек такой сам по себе, такой предприниматель, очень мощный, причем он занимался очень многим, очень разных сферах, там, начиная от строительства домов, заканчивая золотодобычей. Вот. Тут, на мой взгляд, более характерный пример связан с агростартапом. Да? Вот сколько у нас людей как бы начали заниматься с сельхоздеятельностью, да, с сельским предпринимательством благодаря агростартапам. Эти как бы тоже примеров этих очень много, да, там, начиная, вот, насколько я помню, фермер Латыпов, да, всем известные, вот, есть и другие тоже как бы герои, и вы об этом писали, и мы об этом пишем. Вот. Причем как бы эта тема не только в Якутии, эта тема агростартапов, она федеральная, да, но почему-то у нас в республике как бы она наиболее ярко, так это скажем, отразилась, да, потому что люди у нас действительно как бы вот привержены к традиционному укладу во многом, да, как бы душой болеют за сельское хозяйство, хотят жить и этим заниматься. Поэтому у нас эта тема очень хорошо заходит. Не, Вот, ну, реально, когда увидишь вот это вот, якутская, это было удивительно. Да, вот сколько, заметьте, вот я не знаю, там лет 5 назад заходишь в магазин, там, где только, чего только и откуда только нам не везли, да. А сейчас заходишь, смотришь, там есть, еще как бы не преобладание, но уже значительная часть как бы местных брендов. Я там Саюри Окси, покупаю. там, Саюри покупаю. Сладкое есть, такие мешутки продаются, Наверное, да? вытеснили другие огурцы. Ну, по крайней мере, я покупаю Они говорят тебе, что это саюри. бразильские, да? Вообще, конечно, нужно сказать слова и благодарность нашим сельхозпроизводителям, да? Конечно. Потому что когда я еду в Хабаровск, там говорят, у нас, говорит, зона рискованного землеводства. У вас в Хабаровске зона рискованная. А у нас тут арбузы выращивают летом, да, вот удивительно, да, арбузы там, баклажаны, что только там, даже клубнику сейчас, да, вот саюри зимой, огурцы зимой, там зелень, да, то есть это говорит о том, что даже в таких суровых условиях при правильном подходе, при грамотном можно работать и можно развиваться. Конечно, нам еще далеко. Кстати, один интересный момент. Говядина завозная у нас стоит дешевле, чем в Хабаровске. Вот я удивился,
там вот по железке она пришла и сразу до города, нам нужно что там на машине довезти через паром там и так далее, да. Она у них там стоит дороже. А почему так? А я вот не знаю почему, но скорее всего тут, видимо, ну я так полагаю, это, то есть из-за того, что у нас тут внутреннее скотоводство, логистика еще оно есть, есть внутреннее скотоводство, да? У нас есть конкуренция, конкуренция, да? Поэтому выше определенного потолка их завозное мясо подняться не может. Их все равно давит местная продукция. А там, вот мне говорили, по крайней мере, я точно говорить не буду, но простые ребята, которые в Хабаровском крае, говорили, что там уже совсем можно на нет сведено, и таких больших хозяйств нету, там туда частники держат только и все. В основном вот со стороны Бурятии завозят там. Кстати, это на самом деле такая удивительная история, потому что, если вы обратите внимание, да, то вот наш производитель колбас там и мясных изделий «Скиф», да, у него адрес производства — это Хабаровский край. Стал. Не так давно, да. Видимо, он там это как бы либо производит, либо скупает, как бы, и везет к нам, да. Ну а что касается вот того, о чем говорил Виктор Джамаханович, да, об особых условиях, да, я вот в связи с сельским хозяйством я вспомнил тоже как бы такое общение из своей жизни. Я общался с местным пчеловодом, вот, и он мне говорил о том, что якутский мед, как бы, он по многим показателям происходит, скажем, превосходит дальневосточный, российский. И я удивился, почему, как бы, у нас все-таки такая фауна относительно бедная, да, как бы такой травяной покров тоже достаточно такой, редкий, да, скажем. Он говорит, все дело в интенсивности солнца. Конечно. У нас короткое лето в Якутии, зато у нас солнце не сходит с небосвода 24 часа в сутки, да, то есть как вот за этот промежуток наши травы, наша земля успевает напитаться соками, причем очень, она привыкла к такому ритму, да, она делает это очень интенсивно, очень быстро. Да, и вот за такой короткий промежуток успеть вырасти, набраться сил, там, зацвести, дать плоды, как бы, это не каждый это способный. Поэтому наше мясо чурапчинское вкуснее, да, в том числе, я думаю, и поэтому, и вообще я бы хотел как бы на более глобальный уровень взглянуть, что вот все мы здесь живем в таких условиях, вот как вот наша, это якутская природа, да, мы в очень короткие сроки умеем добиваться очень больших целей. Вот за счет интенсивности, за счет того, что мы знаем, что за нас-то никто не сделает, и впереди зима. Переемник Льва Гумилева, впереди зима, и придется выживать, как бы, вот это нас подталкивает. Да. Поэтому вот те 5 лет, да и не только 5 лет, вообще вся история нашей республики, начиная там с момента ее создания, говорит о том, что мы умеем эффективно развиваться. Отличные слова, тут даже добавить нечего на самом деле. Значит, коллеги, действительно, у нас есть, конечно, мы очень много хорошего сейчас объяли, даже не все объяли, далеко не все объяли на самом деле, да, и, наверное, там какие-то критики скажут, вот там, туда-сюда, причем тут все эти министерства, причем тут, значит, все это остальное, это мы такие работники. Да, на самом деле это похоже, знаете, на что? Тогда вот некоторые наши западные псевдоисторики говорят, что вот Отечественную войну у нас победила страна, а Сталин тут ни при чем. Да? Это понятное дело, что это, конечно, глюк. Да? Поэтому все, что здесь у нас происходит, это, конечно, работа в том числе и госорганов власти, значит, в первую очередь, значит, это вот работа с федеральными вопросами субсидирования, значит, и так далее. Это, на самом деле, огромнейшая работа, и, конечно же, она сходится у нас к руководству республики. И вот, как правильно Евгений сказал, что за такой короткий период, за 5 лет, да, особенно вот за те непростые 5 лет, которые у нас были сделаны, конечно, сделано было очень много, да, очень много. Я уж боюсь, значит, боюсь сказать, что нас еще ждет. Надеемся, значит, мы все-таки перейдем на белую сторону в плане вот глобальных процессов, да, Но во всяком случае, вот помните, вот мы помним всю ту критику, которая были в те годы, значит, в те месяцы сказаны. Она сейчас, сама суть истории, она говорит, что все было преодолено. Все было преодолено, ничего того, что нам говорили, не случилось, ни того, что комментировали, не случилось. И действительно, вот всякие вот такие пагубные комментарии, их не делают в основном те люди, которые заняты делом. Те люди, которые занимаются предпринимательством, работают и так далее, им просто некогда комментировать. А тех, у кого много свободного времени, что-нибудь там пописать, попоясничать, пожалуйста. Поэтому у нас сегодня есть такой
редкая возможность, да, стать наряду с теми субъектами, которые больше всего поддерживают федеральный центр, как Татарстан и так далее. Да. Для этого нам нужно немного. Нам нужно, ну, давайте вот, у нас с начала нулевых годов не было такой мощной поддержки руководства республики лидера, да? Мы что-то в последнее время там, это вот не то, это не давайте там за Грудинина, еще. Что нам это дало? Ничего нам это по сути хорошего не дало. У нас сейчас есть возможность посмотреть, как будет, если мы руководство республики поддержим. И партию, и руководство республики. Я думаю, что у нас есть такой редкий шанс. И вот если сейчас мы, значит, им воспользуемся, то я думаю, что в ближайшие 5 лет у нас будет еще более и более, значит, хорошие результаты и дальнейшие перспективы. На этом, уважаемые коллеги, значит, мы заканчиваем нашу программу. До новых встреч, до новых тем.